Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Сегодня тема нашей конференции – 30-летие Конституции Свободной Чеченской Республики, принятой 12 марта 1992 году. Я прошу прощения, что время наше передвинулось, поскольку некоторые участники еще не прибыли. И мы тогда начнем сразу со вступительного слова. Я прошу Ахмеда Закаева, председателя правительства Чеченской Республики Ичкерия, за рубежом. Ассаламу алейкум, Я приветствую всех наших участников конференции и всех, кто нас слушает. Я хочу поблагодарить организаторов данной конференции. Также хочу поблагодарить всех наших участников и гостей, которые принимают участие в этой конференции. И от всей души хочу поздравить весь чеченский народ с днем принятия Чеченской Конституции. Наличие Конституции говорит о зрелости нации, народа. Вот как мы выдаем документ или паспорт совершеннолетия, точно так же наличие Конституции говорит о зрелости нации, о самодостаточности нации, народа. И поэтому это событие играет огромную роль в жизни любого народа. К большому сожалению, нам недолго удалось жить свободными и созидательным трудом устроить и укреплять наше государство. Российская империя совершила агрессию против нашего государства, и на данном этапе Чеченская Республика Ичкерия находится под российской оккупацией. Но несмотря ни на что, на все те потери, которые мы понесли, на все то, что нам пришлось пережить и пройти, и через что нашему народу пришлось пройти, на сегодняшний день уверенно могу сказать, что чеченский народ в своей решительности восстановить свою государственность и деоккупировать свою страну, они намного сильнее сейчас, чем в те годы, когда принималась наша Конституция. Может, в тот период мы до конца все и полностью не осознавали, насколько это важно, насколько это необходимо для народа иметь свою государственность. Но сегодня, как никогда, мы это знаем, и для многих сегодня, если в тот период, когда мы восстановили свою государственность, многие не думали, как мы можем прожить без Великой России, без Советского Союза, как мы можем выживать, то сегодня для многих чеченцев стало понятно, мир открылся. Для нас мир заключался тогда в Советском Союзе и в России, но сегодня для нас открылся весь мир. И сегодняшние чеченцы, которые стремятся к свободе и независимости, понимают и осознают важность наличия своей государственности. То есть это не только дело престижа иметь свою государственность, но это величайшая ответственность перед всем международным сообществом и перед другими народами, и перед соседями. И поэтому сегодня мы как никогда готовы возродить свое государство, восстановить свое государство и в мире и согласии со всем окружающим миром развиваться и строить будущее для наших детей и для наших потомков. Я приветствую опять еще раз и всех наших гостей и желаю плодотворной работе нашей конференции. А основной свой доклад и свое выступление, Аминат, я бы хотел коснуться вот третьего вопроса нашей конференции. Хорошо. Я приветствую еще раз. Баркалхуна Ахмед. Спасибо.
Наш основной докладчик, доктор Иван Гериханов, председатель Комитета этики и вероисповедания парламента Чеченской Республики первого созыва и экс-председатель Конституционного суда Чеченской Республики, доктор права и эксперт Организации Объединенных Наций по вопросам защиты прав человека и гражданина. Я прошу, Ихван, вижу, да. Пожалуйста, слово. После этого мне надо поклониться и уйти. Это мы вам должны поклониться. Салам алейкум, дядя Клод. Я приветствую участников конференции. Действительно, данное событие, где-то мы недооцениваем, с моей точки зрения. 30 лет – это немного. Это зрелость, скажем, но и немало для того, чтобы делать выводы. Я, честно говоря, заготовил большой доклад, но я сокращу его, потому что все знают основные позиции, мнения чеченского народа, государственную составляющую. Главное, что я хотел бы сказать, разделяя на 3 составляющих свое выступление, короткие. Первое – это Конституция, принятие Конституции, сам факт 1992 года, это есть итог всей борьбы чеченского народа за все время борьбы места под солнцем. Это наши предки. Я не буду выдаваться историю о том, что чеченцы – это древний этнос. Мы имели свои правила, обычаи, свой менталитет, который нам веками передан. И самое главное, у нас был кодекс чести, неписанный закон. Мы не писали, мы не занимались этим. Да и некогда было. Надо было отражать всегда нападки врагов. Но мы были всегда хорошими соседами и надежными друзьями. Для того, чтобы породниться с нами, многие наши братья вокруг просили руку нашей сестры, чтобы создать родственные узы, так как это сделал первый царь Грузии Картнасиана, женив своего сына или попросив руку чеченки, что было сделано. Также с братьями-азербайджанцами. То есть мы жили в здравии, согласии, соблюдая свои правила, обычаи, адаты. И у нас был только один орган управления. Это Мехкел, совет старейшин, если можно так назвать. А дословно суд отчизны, вот так скажем. То есть все вопросы он решал. Но так как мы живем в современном мире, мы также пошли по пути вхождения в общий союз, содружеств Объединенных Наций. Первый наш шаг к тому был это съезд, общенациональный съезд чеченского народа, который состоял 23-25 ноября 1990 года, где единодушно было принято о том, что мы провозглашаем государственный суверенитет и свой путь развития. Далее следовал второй этап, или второй шаг, скажем правильно, легитимный в то время действующий по Конституции СССР, РСФСР и Чечено-Ингушской республики Верховный Совет, выполняя волю чеченского народа, принял декларацию о государственном суверенитете Чечено-Ингушской республики. Впоследствии от нас отделились ингуши, но мы продолжили свой путь, и эту декларацию никто не отменял и не поставил под сомнение. Третьим шагом было это всенародное обсуждение. Я являюсь участником этого всенародного обсуждения, когда Общенациональный конгресс чеченского народа создал правовую комиссию
Магомед Багалов. Помнить это время, да и все, наверное, чеченцы, кто проживал на территории, помнят. Затем мы передали это уже созданному парламенту. Парламент принял Конституцию как основной закон строительства и как базу правовую для чеченского государства. Многие сегодня становятся экспертами, что эта Конституция совершенная, несовершенная. Даже некоторые дошли до того, что заявляют о том, что несовершенство этой Конституции повлекло какие-то там последствия тяжкие. Хочу заверить, как участник составления этой Конституции, как один из авторов этой Конституции, и, наверное, первый, кто защищал эту Конституцию на поле, скажем, битвы юридической и информационной, что данная Конституция – это не желание отдельных лиц, не желание самого парламента, а утверждение воли и изъявления, записанное как волю самого народа. Да, я не могу сказать, как юрист, что это совершенство, да и не могло быть. Мы принимали эту Конституцию в той форме, которую можно было принять. Мы закладывали правовую базу, именно правовую базу государства. С этой Конституцией мы с Джахаром Далазов были организации непредставленных народов. Мы возрузили там знамя. То есть фактические шаги к тому, чтобы заявить себя как субъект международного права, мы делали. Я не буду повторять даты признания Чеченской Республики как суверенной и Грузии, и самой России, СССР, Афганистаном и так далее и тому подобное. Я хочу сказать, что данная Конституция, при всех его недостатках, если можно его найти, а можно найти при том, что если лупой возьмешь, мы сделали тот фундамент, который сегодня нам помогает продолжить борьбу, именно борьбу за право чеченского народа быть государством в соответствии со всеми международными принципами, нормами права. Потому что мы не нарушили при становлении государства, при постановке вопроса о признании суверенитета ни одну букву существующей на то время законодательства СССР, РСФСР и международное. Мы выполнили то, что нас обязывала Декларация о самоопределении, которая написана в Уставе ООН. Мы не отошли ни на йоту, когда провозглашали суверенитет, на основе Конституции. Мы провели выборы на основе Конституции Чеченской Республики Ичкерия в 1997 году, который был признан всем миром, в том числе и нашим северным соседом. Сегодня праздник, дорогие друзья. В Конституции указано, что день принятия Конституции – это праздник. Это выходной день. Поэтому я нас всех поздравляю с этим праздником и считаю, что неукоснительное соблюдение Конституции, буквой закона является нашей обязанностью. Где бы мы ни находились, какие бы, как говорится, мы позиции не занимали, какие бы между нами разногласий не было, мы обязаны для того, чтобы сохранить эту Конституцию, приумножить его, и чтобы наши жертвы были не напрасными, следовать букве закона. Потому что этот закон исходит от чаяния народа, от того, что наши предки и наши современники положили свою голову на плаху, надеясь, что мы с вами будем людьми и преданными отчизне, специалистами для продолжения этого начатого священного дела. Сегодня
Нам трудно, конечно. Мы не находимся на своей отчизне. Нам не помогают горы. Мы не слышим запах наших гор, травы, лесов. Но наши души там, они не покидали эту землю. Поэтому я вас прошу следовать Конституции тех, кто обязан это делать. И если кто-то нарушает, найдите в себе мужество принародно, вселюдно поставить человека на место. А если надо, и посадить. На то и есть государство, на то и есть Конституция и последующие законы и подзаконные акты, которые составляют единое целое, как фундамент, так и крышу. Поэтому я считаю, что мы должны лелеять Конституцию. Другой Конституции у нас нет. И пока народ не соберется на нашей священной земле свободным высказать свои мысли, свои чаяния, мы не имеем права ни вносить туда какие-либо изменения, ни дополнять, ни изменять. А то, что было сделано в части дополнения и изменения, это отдельная тема. Я не хочу вдаваться в подробности. Я как юрист скажу, что это имело место быть. Оно имеет диспозитивный характер, то есть отлагательный. Когда, как я говорю, мы соберемся вместе, мы скажем, правильно это, неправильно. Пока мы следуем легитимным путем, последовательным путем, не нарушая общий корпус Конституции, а все пиявки, которые со стороны делают набеги, ну, они отпадут, потому что невозможно эту глыбу свернуть с пути, пока мы есть, пока хоть один чеченец скажет, что я чеченец. Эта Конституция первая и, дай Бог, не последняя. Будем дополнять, изменять, но эту Конституцию не трогайте. Это я вам говорю как человек и как председатель Конституционного суда, который в жилах своих пронес и во время войны, и на международных конференциях, и дрался, как говорится, в здании Госдумы за это. Я тот человек, который хотел бы золотыми буквами написать каждое слово этой Конституции. Да пребудет с нами милость Всевышнего. Спасибо. Спасибо большое за ваш доклад. Ихван Гириханов является автором проекта резолюции, который он подготовил сегодня для нас. По итогам нашей сегодняшней встречи мы будем обсуждать эту резолюцию. Надеюсь, он прочтет ее сам для всех. Ну, постараюсь. А сейчас я хочу дать слово Магомеду Багалову, члену парламента первого созыва Чеченской Республики. Первый созыв был в 1991 году в октябре. 27 октября. 27 октября. Сейчас он живет далеко, в Калифорнии, и, конечно, у него раннее утро. Салам маршал, душу махкой. Здравствуйте, люди доброй воли. Ихван, собственно, сказал все, что должен сказать о Конституции. Я только могу рассказать историю принятия этой Конституции, как это было. И считаю, что эта Конституция, она слишком дорого нам далась. Как мы носим паспорт Ичкерии, наверное, надо издать такой второй документ размером как паспорт Ичкерии и вот такую Конституцию. Именно оригинал Конституции. И каждый должен ее читать, знать наизусть. Тогда он будет чувствовать себя полноправным гражданином, я так полагаю. Здесь статья 2. Народ Чеченской Республики является единственным источником всей власти в государстве.
каждый из вас помнит те моменты свободы, которые были нами достигнуты. И каждый себя считал именно единственным источником этого государства. Такова была радость в душах каждого из нас. Собственно, эти времена, первое становление нашего государства, нам дались хоть и радостно, но нелегко. Первый указ, который был издан Джохаром, это был указ о государственности, независимости нашего государства. И сразу же парламентом он был утвержден. На второй день уже был в России издан указ о введении чрезвычайного положения на нашей территории после этого. И к нам полетели спецвойска. Указа Джохар прибыл к нам в парламент и сообщил это нам, сказать, эту новость. Оружия у нас нет, говорит. Указ дан, значит, физическое уничтожение парламента и президента. Оружия нету, вот, но есть пистолеты, которые были, значит, КГБ разоружили, и у них взяли пистолеты, и эти пистолеты нам раздали. Джохар уехал на телестудию, объявил о введении чрезвычайного положения России. И буквально в течение 3 часов вся наша площадь Свободы, центр города, был уже заполнен населением. Все вышли на защиту своего правительства. Уже самостоятельно, ребята, Шамиль, по-моему, это был. Некоторые уже, когда садились в самолеты в военный аэропорт Северный, они на бензовозах, заправленных бензовозах, значит, пошли на встречу вот этим транспортным самолетом, десант, который должен был высадиться. Успел только сесть один борт, который там же и арестовали. Остальные так и вернулись ни с чем назад. То есть они тем самым, это маленькую, такую сказать, это было краткосрочное. В принципе, это чрезвычайное положение было погашено буквально в течение дня. И все. Россия поняла, что это уже невозможно им ничего сделать. А воинские части были уже, которые дислоцировались на нашей территории, были тоже окружены населением. В общем, они были замкнуты. Не смогли совершить то преступление, которое пытались совершить. Вы помните, многие, наверное, помнят, потом через месяц буквально в этот период была ситуация, шла ситуация к тому, что развалу Советского Союза готовились. И 19 августа ГКЧП, этот период я находился в Дагестане. Видел огромная колонна военных грузовых машин движется через нашу границу к нам на территорию. Не могу понять, что это такое. Потом, в принципе, я понял. Вот это ГКЧП, когда готовилось, они
планировали и тот период депортацию нашего народа. Такая была огромная масса этого транспорта, они мотивировали как уборку урожая, будь туда с Казахстана или Целина. В общем, Ихван, наверное, помнит, как мы принимали Конституцию. Да. Основные трудности у нас вызвало раздел президента. Какие полномочия ему и так далее. От него был представитель Усман Имаев. Очень умный, толковый парень был. Если бы он был столь патриотом, было бы нормально. Так что воля ОКЧН, съезда чеченского народа, именно отражена в этой Конституции. Мы здесь отражаем в Конституции именно парламентско-президентское правление. То есть вся исполнительная власть это была под контролем президента, а контрольная власть, такие как налоговая инспекция, СНБ, санэпидемстанции, вот эти контрольные над исполнительной властью все, они подчинялись парламенту. И впервые мы, еще Россия только 2000 создала независимый следственный, да, она следственный комитет вывела из МВД. Не из МВД, из прокуратуры. Прокуратура, да. Мы создали этот следственный комитет впервые после Союза. В принципе, зачем он был создан? То есть та коррупция, которая была до этого, именно надо было бороться с ней. Трудность наша была в том, что в период, когда становления не было еще, надо было формировать срочно кабинет министров, утверждение министров. Впервые еще без взяток каждый министр на конкурсной основе утверждался парламентом. 3-4 кандидата, всех заслушивали. Президент мог представить своего кандидата, парламенты, комитеты представляли своих кандидатов. Вот такой был конкурс. Выбирали самых достойных. Не так, как сейчас, сегодня родственники или взятки. Таких людей мы не допускали. Будь хоть он иностранец, но чтобы он был полезен для нашего государства. Кто не справлялся, конечно, мы смотрели в течение, значит, нашей работы. Если получалось так, что какой-то министр или министерство занимается коррупцией, немедленно слухи доходили до нас. Мы направляли контрольные органы ревизионные, проверялись и принимались меры об отстранении. В этом была согласованность у нас всегда. То есть, вы помните ту радость народа, а? Все улыбались, все приветствовали, все были братья. Потому что это была наша власть. Самые тяжелые такие времена для других союзных республик, бывших союзных республик. У них было тяжелее, чем у нас. Мы стали сразу почему-то самодостаточными. Самодостаточность наша была в чем? В том, что
мы не облагали, хотя и было трудно, конечно, не было все прекрасно. Но если в сравнении с другими, мы были самые самодостаточные, можно сказать, из всех союзов республик. Даже, я могу сказать, покруче, чем Азербайджан. У нас мы не облагали налогами, госпошлинами, а те, которые летали за рубеж, тогда этот бизнес был, который мог как-то покрывать бюджет семьи, доходы людей, народов. То есть период, тот нехватка, ну, люди летали в Турцию, и там, наверное, хвостом еще два борта грузовых самолетов, товаров летело за ним, те, кто посещали. А те наши соседи республики, они к нам ездили как за рубеж, оптовые закупать те импортные товары, которые поступали к нам. В принципе, мы, как бы сказать, дали возможность народу восстановить то потерянное, которое Россия после девальвации рубля, обмена рублей, полностью ограбила все население всех народов. То есть те деньги, которые они взяли, уже невозможно было восстановить. Вот и так, шаг за шагом, уже буквально через 3 года наш город был прекрасен. У нас немецкие дороги, немецкие асфальтовые машины появились, так, дороги калифорнийские, и чистота, и все было прекрасно. Прекрасный город был. Одним словом, Конституция была хорошая. Да, Конституция, именно, правильно. Конституция была для народа сделана. Поэтому, Ихван, вот такое у меня есть предложение к вам, к Ахмеду Закаеву, именно эту Конституцию издайте как документ-паспорт. И с паспортом вместе гражданам, которые есть, получают новый. Вместе с этим паспортом выдавайте вот эту вот Конституцию. Абдулла, очень хорошая идея. Да. Почему? Потому что молодежь особенно, они не знают ее основу. Ихван, Да. ты здесь очевидец, ты мой друг, ты мой коллега, которым вместе это все трудности нами были. Ты мне скажи, каждый закон, который мы принимали, статью любого закона, экономический, любой закон, военный, что бы там ни было, а законы мы приняли, наверное, более 100, буквально за 3 года. Да. Более 100. Такой, наверное, мало кто мог делать. Мы постоянно работали. И каждая статья, которую мы принимали, мы говорим, соответствует ли она нашим адатам или религии. Противоречия есть? Нет. Если есть, она отклонялась. То есть ни в чем не было того, чтобы упрекнуть нас в том, что это все законы или Конституция не отвечают мировым стандартам. Да, мама, так оно есть. Марко. И вдруг меня расстроило то, что получилось после Первой войны, или желание тех, кто хочет Конституцию эту переделать, дополнение, изменения. Нет, друзья. Во-первых, законы и Конституция говорит, законы о принятии Конституции, парламентской деятельности и так далее, что изменение, дополнение Конституции должно быть
каждая статья может быть принята только с 2/3 парламента, от 41 голосов за. То есть должен быть полный состав парламента, и только 27 человек, если проголосовать, эта статья может быть дополнена, изменена. Так я вам скажу одно, что после распуска парламента в 1993 году парламента в принципе нету. И никакие изменения, дополнения первым составом, которые, если таковые были или хотят сказать, они не имеют законности. Если они были произведены вторым парламентом, то да, я не возражаю. Ихван, так это или нет? Так, подтверждаю. Ну и распуск парламента был незаконным. Так что давай не будем углубляться в наши недостатки. Главное, что мы живы и здоровы и можем продолжить это. Распуск парламента, это, в принципе, оно нормально. Почему? Потому что мы строили государство. Да? Мы не стали врагами, наоборот, мы стали друзьями. Да. Поэтому здесь ничего страшного нет, распуска парламента. Или мы строили государство и остались ими. И народ остался. Вот посмотрите на Украину. Почему Украина сегодня всем народом стала против врага? Потому что они чувствуют свою государственность. Что это земля, ихняя конституция, ихнее государство. И на них напал враг. Такие же чувства и у нас были. И мы всем народом стали. Поэтому я опасаюсь сегодня за Украину, что это только сегодня они только пробуют этим бомбометанием. Боюсь, что это получится типа Грозного Сирии. А итогом всего этого будет то, что там могут внедрить вот этот самый афганский вариант. Афганский вариант. То есть русские ни при чем. Братья украинцы и русские, они братья, а какие-нибудь появятся там новые игиловские. И те придут их разнимать. Ну, в принципе, вот так, это я хотел сказать. То есть каждому сказать ночи, что эта конституция стоила большой крови. Эта конституция 92 года, это есть истина вас, ваших детей и вашего будущего. Спасибо за внимание. Барка Мухаммад Дерисхин. Спасибо большое. Аминат, Дука, можно Да? 2 слова сказать? Да. Комментарий по поводу высказываний Магомеда, депутата парламента первого созыва, относительно дополнений или изменений действующей сегодняшней Конституции. Я хочу внести небольшую справку ввиду того, что сегодня отсутствуют депутаты парламента второго созыва, которые внесли вот одно дополнение к Конституции. Это было внесено 96-ю статью в Конституции Чеченской Республики, дополнение о создании шариатских судов. Вот, наравне с другими судами, что в Чечне будут работать шариатские суды. Эти поправки были абсолютно легитимны. Они были приняты в соответствии с регламентом работы парламента. И это был новый парламент, и в связи с новыми обстоятельствами было принято вот это дополнение. Других дополнений и изменений
Конституции 92 года на сегодняшний день нет. Никто его не изменял, никто его не отменял. Эта Конституция существует. И то, что вот разговоры вокруг нашей Конституции 92 года, они носят чисто спекулятивный характер, или же часть, которая просто манипулирует, другая часть от незнания, и третья часть спекулирует. Наша Конституция – это от 92 года. Да, в 98 году было принято решение, чтобы написать новую Конституцию. Эта новая Конституция была написана, была создана государственная комиссия по обновлению Конституции. Я был назначен председателем этой комиссии, и мы работали. Мы завершили работу, но привести и принять эту Конституцию мы не успели. Ни парламент, ни вынести его на общее обсуждение для народа и для референдума, потому что началась война. И поэтому все разговоры вокруг нашей Конституции относительно того, что его заменили, отменили или изменили, они не соответствуют действительности. В соответствии с существующими реалиями в период военного времени, да, были приняты какие-то нормативные акты президентом, как верховным главнокомандующим, как главой государства, который автоматически в период военного времени в соответствии с нашей Конституцией становился главой государства. И Ихван Гириханов, как председатель, экс-председатель Конституционного суда, он сделал очень хорошую, развернутую экспертную справку. Это было сделано в прошлом году, и любой, кто хочет просто разобраться вот в тех процессах и в тех разговорах, которые сегодня ведутся, официально, неофициально, огульно, то может познакомиться с этим, с экспертным заключением. Оно есть на Чечен Пресс, и для каждого оно доступно. Вот просто я хотел вот эту нести корректировку, потому что я знаю, что буквально с сегодняшнего дня начнутся те, которые будут выступать, критиковать и давать какие-то свои разъяснения. Я вам дал конкретно ситуацию, которая сложилась вокруг нашей Конституции. Ничего другого нет, и никто никогда ничего нам не приведет, никакой контраргумент против того, что мы сейчас сегодня сказали, и против заключения, экспертного заключения, которое сделал Ихван Гириханов, по-моему, 2 года назад или 3 года назад. Все, спасибо, Анна. Баркал. Баркал Ахмед. Спасибо вам. Сейчас я хочу представить вам нашего гостя. Он подключился позже. Господин Dainius Žalimas из Литвы. Он наш большой друг. И у него очень много всяких регалий, но я скажу об основных. Он доктор юриспруденции, специалист по международному праву, профессор Вильнюсского университета. Кроме того, экс-председатель Конституционного суда Литовской Республики. Кроме того, он был наблюдателем на выборах в Чеченской Республике Ичкерия в 1997 году, в январе месяце, в группе ОБСЕ, совместно с другими представителями из Литвы. Сейчас я хочу предоставить слово ему. Он очень много знает о нашей Конституции. Он писал статью о нашей Конституции когда-то, прекрасную. Пожалуйста, уважаемый Здравствуйте, Dainius. дорогой. Здравствуйте. Еще раз, Анна. Помимо всех остальных регалий, хочу подчеркнуть особенность или особые регалии, или как-то, не знаю на русском как-то. Он большой друг чеченского народа. Я приветствую и очень рад, что вы смогли принять сегодня участие в нашей работе. Спасибо. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Очень благодарен за те теплые слова, которые мне преподнесли. Да, действительно, я, как вы помните, ну, тогда я был уже совсем молодым, может быть, но всегда интересовался всеми народами, которые хотели освободиться от российского ига. И, конечно, Чеченская республика Ичкерия тут всегда была особой точкой моего внимания, в том числе, конечно, с правовой точки зрения Конституцию я мог
себе тоже как бы оценивать. И об этом я бы хотел как раз сейчас сказать. Но для начала разрешите чуть-чуть пошутить. Знаете, моя жена и некоторые мои друзья шутят, что это я начал войну в Украине. Знаете, объясню почему. Потому что, как вы знаете, одно из требований криминального путинского режима – это изменить именно Конституцию Украины. В том, что там написано ясно евроатлантическая интеграция Украины, европейская идентичность Украины и стремление стать полноценным членом Евросоюза и НАТО. Так вот, это действительно появилось и по моей инициативе в украинской конституции. И, конечно, я тут к чему? Потому что, наверное, говоря о конституции 92 года, с 30-й годовщиной, которой хочется действительно поздравить, вот и вспоминая параллели с Украиной, нужно сказать, что такое Конституция. Конституция – это верховное право, на самом деле, и система ценностей народа, и означает определенный цивилизационный выбор. Так вот, как цивилизационный выбор Украины был быть вместе с европейским и трансатлантическим сообществом, так и на Конституцию 92 года на Чеченской Республике Ичкерия можно смотреть именно в этом русле. Конечно, там не было четких положений, да тогда и Евросоюз, на самом деле, как организация только начиналась, и само название только в 92 году, кстати, появилось. Но именно система ценностей тут не оставляет никакого сомнения, что Конституция Чеченской Республики Ичкерия, во-первых, закрепила независимость Чеченской Республики Ичкерия. Это статья 1, в которой ясно сказано, что Чеченская Республика Ичкерия образована путем самоопределения чеченского народа. Это в международном праве еще мы знаем как такое основание, как на английском это звучало бы remedial secession, или оборонительная сецессия, вот именно вот глядя на положение чеченского народа, на те репрессии, которые он чувствовал именно от России, совершенно ясно, что самоопределение вот именно в той форме, что образовывается новое демократическое государство, оно имело полную основу в международном праве. И вот Конституция 92 года это как раз и закрепила. Во многом Конституция Чеченской Республики Ичкерия, кстати, по тексту, если говоря, вот по тексту именно, она даже более качественная, чем, допустим, Конституция Литовской Республики, которая была принята, кстати, позже, уже в октябре, то есть 25 октября, и которая тоже в этом году будет отмечать свое 30-летие. Я имею в виду, что ясно сказано, что Чеченская Республика Ичкерия является именно не только демократическим, но и правовым государством. Правовым государством в том смысле, что все-таки существуют определенные ценности, которые никакая конституция не может опровергнуть, она может только их охранять. То есть, что мы имеем под понятием правового государства, так это, во-первых, систему демократии, где действительно народ осуществляет власть, но все-таки плюралистической демократии, я имею в виду то, что именно не может тут единого лидера быть или единой партии, а вот именно плюрализм, оно как бы продвигает прогресс всего народа. Но и далее, конечно, что также есть определенные пределы, где государство не имеет права даже вмешиваться, имея в виду права национальных, культурных, религиозных, других меньшинств, и в том числе, конечно, достоинства каждого человека. Конечно, вот продолжая вот эту мысль, я еще могу сказать, что вот, например, Конституция Чеченской Республики Ичкерия ясно человек провозглашается как самым высшим, самой высшей ценностью для государства. Кстати, некоторые другие конституции тоже содержат эти вот как раз положения,
И тут, конечно, нужно смотреть, вот, как это выглядит в реальности, но я могу сказать, что вот в литовской конституции это ясно не написано, и это уже на практике устоялось как путем интерпретации Конституционного суда. Еще можно много других прогрессивных вещей говорить. Действительно, можно так сказать, что по разделу правам человека Конституция Чеченской Республики Ичкерия ничем не отличается от лучших, можно так сказать, мировых стандартов. Насчет самого установления государственной власти тут тоже можно сказать очень много хорошего на самом деле. И я имею в виду, что действительно прогрессивно, что в Чеченской Республике Ичкерия, я очень вот тоже рад видеть председателя Конституционного суда Чеченской Республики Ичкерия, что был учрежден Конституционный суд, который должен был как бы обеспечить верховенство Конституции. И, конечно, вся другая судебная система, может быть, что уже когда-то в будущем можно было пересмотреть бы. Там с разделом властей и не было все хорошо, я имею в виду, была бы, я бы так назвал, суперпарламентской республикой, как раз где парламент имел довольно неограниченные полномочия. Но мы знаем, что на практике все-таки было чуть-чуть по-другому. Так что действительно вот Конституция 92 года Чеченской Республики Ичкерия означала определенный цивилизационный выбор. Кстати, то, что она была принята в 92 году именно парламентом, избранным всенародно, еще, можно так сказать, была подтверждена и парламентом 97 года, 97 года, но я имею в виду, что именно выборы в этот парламент проходили по Конституции 92 года, что парламент на самом деле оставил большинство этих положений, которые там были. И тоже можно сказать, что вот именно эта Конституция отвечает, ну, выражает волю народа, другой воли никогда не было выражено на самом деле. И ту систему ценностей, по которой чеченский народ решил жить и строить свое будущее. Но что хотелось бы тут еще сказать, поскольку это действительно цивилизационные выборы, и Конституция понимается, кстати, не только как устанавливающая систему власти, но как и ограничивающая власть именно для уважения прав человека, для уважения личности человека, для уважения разных, в том числе и территориальных, не обязательно других, но все-таки общин. И вот говоря об этом, нельзя также не заметить, что все понимаем, конечно, были объективные причины, но, естественно, вот сами понимаем, что одной из целей, наверное, Российской именно империи было вот именно дискредитировать эту конституцию вот как цивилизационный выбор чеченского народа. И тут хотелось мне сказать о том, вот, что передо мной чуть-чуть говорилось на самом деле. Те изменения конституции. Я помню, что вроде бы, может быть, я вот так как раз не уточнял, но Конституция дополнялась конституционным актом, который был похож на конституционный акт Литовской Республики, что статью там первую можно изменить только там квалифицированным референдумом. Может быть, я уже ошибаюсь. Изменение статьи 96 по поводу введения шариатских судов я действительно не помню. Что я помню из того, что публиковалось когда-то, так это так называемые изменения 2001 или 2002 года по введению шариатского правления. Но тут мне как раз и хотелось бы сказать, если действительно такие изменения были даже по шариатским судам раньше, вторым парламентом, вот это как раз то, что нарушает систему ценностей Конституции 92 года, поскольку, будем между собой, наверное, честными, шариатские суды несовместимы вообще с понятием Конституции, так как она понимается в мире.
Потому что шариатские суды на самом деле и уже Конституцией не руководствуются. Я действительно, когда я находился в Чечении второй, третий раз, может быть, в 97 и 98 году, я уже начал заметить то, что на самом деле вот именно система государственных судов как бы не стала. Их заменили именно эти так называемые шариатские суды, которые я бы назвал очень просто. Это суды произвола. Ничего общего с Конституцией, с идеей Конституции как властью народа и как ограничивающие государственную власть они не имеют. И если действительно были эти изменения, которые еще провозгласили Чеченскую республику Ичкерия исламским государством, которое основывается на шариате, то я могу сказать, что, наверное, большей дискредитации Конституции 92 года было бы трудно и придумать. Так вот в этом как-то и хотелось вот закончить свою мысль, что действительно, тут действительно нужно цивилизационно определиться. Или мы сохраняем Конституцию 92 года. Кстати, очень даже может быть, что с победой Украины, в чем я совершенно уверен, вопрос только времени, в этой войне Чеченская республика Ичкерия будет иметь шанс восстановить свою независимость. Но, естественно, если она действительно хочет быть в будущем жизнеспособной, то эта независимость может строиться только на основе Конституции 92 года. Не на каких-нибудь так называемых шариатских судов или шариатском праве. Поскольку это не право, это произвол. И будем это говорить откровенно, это, с другой стороны, право цивилизационного выбора. И это, на мой взгляд, еще... Вот что доказывает, я думаю, что вот в настоящей оккупации Чеченской республики Ичкерия, вот, наверное, больше всего этого так называемого шариатского права, чем было когда-нибудь раньше. Я имею в виду, что преступник Кадыров именно воплотил действительно шариатское правление в оккупированной территории Чеченской республики Ичкерия. И если мы хотим его всего лишь заменить чем-то другим, авторитарным, диктатурным и совершенно не имеющим ничего общего с современным пониманием вот именно правового государства и господства права, я думаю, что тут, наверное, не нужно риторически отвечать на этот вопрос, стоит ли делать этот выбор. Но это действительно выбор, который, ведет только к гибели чеченского народа, но никак к укреплению его государства. Я думаю, что Украина борется именно за другой выбор. И я надеюсь, что вот Конституция 92 года, 13 марта Чеченской республики Ичкерия, может быть именно этим цивилизационным выбором, на котором можно в будущем восстановить и развивать независимое, подчеркиваю, как это в первой статье, демократическое правовое государство Чеченской республики Ичкерия. Другой альтернативы, по-моему, даже уже сейчас видно, что просто нет. Спасибо большое за внимание. Но я, как всегда, откровенен в своих высказываниях и выводах. Прекрасно. Спасибо, Денис. Спасибо большое за ваши ценные выступления. Спасибо, Денис, спасибо за ваше и пожелания, и за ваше высказывание, и за ваше участие. К сожалению, я немного относительно той части вашего выступления шариатских судов и вообще общечеловеческих ценностей не могу с вами до конца согласиться, потому что шариат, ислам – это высшая форма истины. И поэтому то, как оно было дискредитировано на тот период в Чечне, и шариат, и шариатские нормы, да, я с вами согласен, это была полная дискредитация не только властей Чеченской республики Ичкерия, но и самого шариата, и самих принципов формирования правового государства.
Потому что ничего подобного и близкого к шариатским нормам и к шариатским ценностям в тот период в Чечне не происходили. Это было все напрочь против шариатских принципов, против шариатских норм, и это было сделано с целью просто для дискредитации вообще всего, что было связано с исламом. И поэтому, да, это выбор цивилизации. Шариат – это часть нашей культуры. Хотим, вы можете у любого сейчас присутствующего здесь спросить, шариат – это часть чеченской культуры, чеченских традиций, чеченских обычаев. И оно заложено не сейчас, не в 92-м, не в 98-м году, когда велись шариатские суды. Это было и существовало именно и тот период, когда принималась эта конституция в 92-м году. И люди, которые вышли на борьбу за свою свободу и независимость, они и отстаивали принципы и религии, и быта, и адатов. И в данном случае, конечно, то, что вы сегодня говорите, вы, безусловно, вы знаток всех правовых моментов, которые существуют в мире. И вы знаете, что такое правовое государство, вы знаете о общечеловеческих ценностях, вы знаете о тех моментах, которые декларируются международным сообществом, но вы абсолютно не ведаете сами принципы шариатского правления или шариатских норм. И поэтому я думаю, что сегодня так просто говорить о том, что вот эта дискредитация, думаю, все равно это не совсем правильно. Потому что наша цель и наша задача, если до тех пор, как сказал Ихван, пока не будет установлена наша власть, я вам сейчас разъясню, власть в чеченском языке имеет два смысла. Власть – это как власть, как контрольный орган. Власть – это айдол, как обычаи и традиции. Вот наша власть – это наш айдол. Вэ-айдля – построенная власть, избранная власть, вэ-айдля – существующий строй государства. Вот это принимается чеченским обществом. И вот подкладывается под это два момента – вэ-айдол и правовая система, и принципы управления и формирования власти. Ну, я думаю, это отдельная тема. В любом случае, вам спасибо за ваше участие. И я знаю, что вы, как друг чеченского народа, нам желаете только хорошего. И я надеюсь, что мы в любом случае найдем в нашем обществе вот ту золотую середину для взаимодействия с окружающим миром и построить правовое государство, которое будет принято и признано всем международным сообществом. Иншаллах, мы будем работать в этом направлении. Спасибо, дорогой. Спасибо, Ахмед. Сейчас я хочу дать слово еще одному нашему гостю из Латвии, уважаемому Андрису Ругенсу.